Уважаемые депутаты, сегодня я обращаюсь к законодательному органу власти, так как именно депутатский корпус несет ответственность за принятие законов и контроль за их исполнением. Я не собираюсь здесь никого учить, все депутаты политики с высшим образованием, и прекрасно понимаю, что сегодня происходит в стране. Но главное, за молчаливым согласием и сохранением чувства собственного комфорта депутатов в стране идет не просто борьба между командами двух президентов, идет борьба против системы законности. И те, кто хочет отомстить Атамбаеву, сажая, привлекая по надуманным обвинениям и лжесвидетелей к лишению свободы из всех членов СДПК, кто остался с ним? Вы ошибаетесь. Вы рушите все устои демократического принципа справедливости и привели к полному провалу судебной системы, так как судьи выполняют заказ, а не руководствуются уголовным правом. Против Атамбаева надо бороться, если хотите насолить, показать лучшие результаты в экономике, инвестиции, бюджетного строительства, стройте лучшие дома, города превратите в города-сад. Вот тогда вы покажете, что работаете лучше, чем это делал Атамбаев. На прошлой неделе прошел суд над экс-председателем СГО Дамиром Мусакеевым в закрытом режиме, чтобы не допустить ни прессу, ни родственников. Сначала его обвиняли, что на 20 миллионов сом недвижимостью его 4 братьев и родителей. Но когда он пригласил всех СМИ, показал все имущество по списку, тогда решили ему вынести приговор по поводу внеочередных распределения квартир. Уважаемые депутаты Комитета обороны и безопасности, вы помните, что в 5-м созыве, когда строились бюджетные дома на инвестиции, привлеченные Атамбаевым, и тем же СГОшникам строились дома, службам ГКНБ, Минобороны, МЧС, и ряд другим нашим бюджетным работникам. Посмотрите, сколько тогда было заявлений, сколько было тогда действительно махинаций с очередниками. К нам заявления кипами шли. И разве мы кого-то посадили? В крайнем случае снимали с должности, того же председателя генерального штаба сняли с должности. И комиссионно разобрались. Поэтому я считаю, что это очередной заказ. Мусакеева за это судья Зелединова влепила 5 лет лишения свободы, без всякого зазрения совести. Власть сама провоцирует сегодня народные возмущения и недовольство. А мы сидим и делаем вид, что так должно и быть в правовом государстве. Это показывает слабость законодательной власти в нашей парламентской республике.